Вот и начинаются майские праздники. Сегодня у нас какое число? 28-е еще? 28-е. Только 28-е, но уже в Якутии природа просыпается. Мы находимся в клубе, спортивном клубе Чипчал, но мы пришли сегодня не заниматься. Егор нам организует отличный оздоровительный выезд выходного дня. Представьте нашу команду сегодняшнюю. Вероника, да, Октябрина, Исея, Николай, Никандр, да, ну, у них есть свои псевдонимы, да. Киннас. Вот, да. Ну, друзья, добро пожаловать в поселок Еланка. Всегда мне сюда нравилось приезжать. Здесь мы проведем ближайшие 2, даже 3 дня, если считать сегодняшний, в этих домиках. Надо выйти. Сегодня без 9:21. Сейчас уходим опять на тропу. Надеемся, сегодня будет очень хороший день, как вчера. Как всегда. Да. Ну, с Богом. Вперед! Друзья, сегодня у нас 29 апреля. Мы находимся в поселке Еланка. Это где-то 150 километров от города Якутска. Приехали такой вот веселой дружной компанией, чтобы пойти в оздоровительный пеший длительный поход. 20 километров нас ждет примерно. Сейчас наступает весна резко. Пойдет ледоход, и мы сейчас идем в те места, в которые можно попасть только буквально вот в эти несколько дней. Даже вчера мы добирались по дороге, которая уже завтра, наверное, будет недоступна. Сегодня идет снег, ночью заморозки. Был минус, с утра где-то около 0 у нас. Погодка шепчет. Завтра ожидается плюс 20-25. Да? Это Якутия? Предусмотрительно взяли с собой купальники. Егор, Эрсанна, Октябрина, Николай, Вероника и... Ой, у вас сложное имя. Отчет. Отчет, во. Я думал, запомнил. Сор, ворон. Нет, Ворон — это 6-й уровень развития человека. Это достижение магического профессионализма в своем деле. Это шаманы. Идем сейчас, я так заговорились, и в какой-то момент осознаю, что мы вообще-то идем не по пустыне, а по дну реки Лена, пересохшему. Обычно здесь вода находит вот туда до берега. Необычное время, конечно, очень сейчас. Учился в педагогическом факультете нашего университета по специальности. Инженер-педагог, специализация автодела. Но я там учителем долго не работал. Начались 90-е, пришлось переквалифицироваться в предприниматели. Это у многих такая история, да. в то время. Как бы, с 2004 года, с 2000 года, короче, в жизни случились некоторые моменты, после которых мне, как говорится, пришла мысль, как говорится, заняться
самим собой, как бы развитием самого себя. И вот с тех пор я с 2004 года плотно начал изучать родной язык и поверье, Рунология тоже, традиция, да? да. До 2015 года вот такие фрагментарные знания были. В основном вот про шаманство, вот ко мне тоже даже вот днем видения масштабные, вообще такие горизонтальные, вертикальные были видения. Но это проходило и все, и на этом заканчивалось, потом больше ничего не происходило и прочее. В 2015 году, вот когда изучил руны, письменность, саха, и тогда только пришел к системным знаниям, и с тех пор мои поиски, можно сказать, прекратились. Я понял, что моя задача расти, только расти вверх, вверх, вверх. И чем выше поднимаешься, тем глубже надо корнями входить в микромир, можно так сказать. Познавать, короче. Вот так вот, вкратце так. Откуда вы родом? Я сам родом с горного района. Это раньше был западно-кангаласский улус. По материнской линии вот у меня Угун Аюн, этот шаман, светлый шаман, 17 века, времен Тегина, да. По отцовской линии тоже Чумча Аюн тоже. То есть у вас по обоим линиям шаманские эти крови, да? У меня с обеих сторон есть шаманские. А вас назвать алгисчит можно? Ну да. Даже проводите алгис? Да, я алгисом занимаюсь. В прошлом году я по этой дороге поднимался, она достаточно крутая, но смог. Вытянула моя машина на фестиваль Еланка Фест. Руки чувствуют тепло. 4 ствола из одного корня, да, вышли? Пытался его срубить. Где-то это петли же есть, да? Что это? Ну, это крючки. Конечно, дальше там трасса скалолазная. Я думал, Сейчас мы пройдем туда. Не-не, вот за лагерем. Да? Вот начались скалы Еланки, мои любимые. Сразу за поселком вот начинается такая гряда, очень длительная и очень высокая местами. Это явно соколиные эти перья. Вот А смотри, с кем он мог драться, интересно? Это хвост прям? с вороном, наверное, или друг с другом. Либо с друг другом, либо с вороном. Видишь, они здесь гнездятся, много же летает. Здесь гнездятся. И территорию делят. Это ветром просто раскидало, да? Они, наверное, здесь вот Да, скорее всего. начали воевать. А это можно взять? Да. Хотя он... Да, уже Я думал, он такой крепкий, симпатичный. симпатичный. Вот мы дошли до лагеря. Наша федерация альпинизма и скалолазания. Здесь вот нижний лагерь, там верхний. Проводится фестиваль Еланка Фест в августе. И вот уже как только май начинается, ребята начинают ездить сюда скалолазать на выезды, заниматься на живом природном рельефе, а не в зале. Женя Андреева встретил. Привет. Как вам спалось? Да, шикарно вообще. Ночь, кстати, была хорошая, да, ветра не было под ночь, вот, поэтому вообще шикарно поспали. Ну вот с утра снежок, и вот ветер начался немножко. Ну да, снег пошел С утра сегодня. что-то немножко зябко стало, а так ночью вообще. Вы втроем? Ребята еще спят, да? Да, втроем. И лечат? Ильич вроде вставал уже. Вставал, да? Может, уже на скалах? Ну, сегодня у вас побольше будет вечерком, может, на обратном пути еще Да. зайдем. Молодцы, самые стойкие ребята. Остальные сказали, нет, мы поедем попозже, да? На 9, на 8. Зато мест сколько свободных, да? А то приедешь, тут люди под углом вот так вот кладут палатки. Как в палатках.
Нормально, да? Александр Ильич шевелится. Здорово. Знакомьтесь, баня. Мы вот делали... Сюда палатку ставить? Да, палатку сверху и паришься, все здорово. А, да? Да. Первый раз я 3 года назад собрал просто из камней. Ну, вот там вот поменьше была. А потом вот в том году мы прям вот железку эту поставили. И вот такая хорошая печка получилась. Дрова привез Да, я вообще ничего не делал. Я только смотрел. Вот, да, кстати, вообще прикольно. Ну что, закрываемся? И вот здесь пошли скалолазные трассы различной степени сложности. Вот на той вершине тренировочные спуски организуются. Первый наш водопад на сегодня. Возможно, не последний. Я выросла в деревне Верхневлюйского района. Школу я закончила в Якутске. Как я пришла к походам? Да. Тебе правду рассказать? Почему ты любишь природу? Как есть, да, я только правду. Ну, это называется... проснулся во мне саха. Я решила отказаться от... дети 90-х, наверное, сами понимаете, то, что мы выросли на дискотеках, да, на алкоголе. Я сам там рос. Да, на сигаретах. Я в один прекрасный момент бросила пить совсем. И мне, по сути, оказалось нечего делать. Это замечательно. Да, я решила найти другую компанию. И вот нашла замечательных людей. Первый человек, с которым я познакомилась, это был Аял из чайного трипа, отшельник. Вот. И потом вот так потихонечку начала знакомиться с людьми. Конечно, выезды на природу были всегда. Вот это собирать ягоды, на сенокос. Но в таком осознанном возрасте это как-то получилось года 2-3 назад. Ну, в совокупности с каким-то духовным уже развитием, получается, это идет. Да, скорее всего. Я заметил, когда от алкоголя отказываешься, такая трансформация, у меня же такая же история. Идет внутренняя трансформация, ты более в духовный мир, что ли, погружаешься, в себя больше так вот, от материального, как бы. Ну, не находишься под наркозом. Да. Отличное слово, кстати, выражение. Да. Супер, я очень это понимаю. По отцу я долганка. У меня отец из Анабарского района. Долганка, саха, русские. Много, кстати, русских, походу, в Вилюйске, потому что у меня бабушка зеленоглазая. Прабабушка, говорят, вообще была как русская. Сколько кровей, да? Каждая кровь усиливает в тебе. Силу каждого рода надо брать. Да, наверное. И наслаждаться окружающим миром. По дороге осматриваем различные пещеры. Их тут достаточно, немало попадается. Ребята говорят, что это... Как называется? Кобах. Куабах. Что вот они здесь настелили себе соломки. То есть, скорее всего, это животные делали себе такое лежбище тут. Жили. Интересная скала, всадник и лошадь. Вон там. Тут каждое место заслуживает того, чтобы остановиться, пофотографировать. Поэтому идем мы долго. Там еще наверняка все интересно. Все фоткают. Режиссер фильма «Схватка». Это твой 3-й фильм? Да. И сейчас будет... Расскажи. Сценарий закончен. Сейчас новый фильм. Называется «Абага». По-русски «Монстр». Это фантастика, это драма, это боевик. Идет
20-летний геноцид шаманов. И против злых людей восстает охотник простой. История о том, что все ждут великого шамана, который все вот это остановит. Главную роль играть буду я. И злодея будет играть сейчас, ну не буду рассказывать, но Уже очень определена роль. знаменитые Да? якутские актеры будут играть. А, Я очень заряжен снимать этот фильм. И это будет, я думаю, феноменом. Ждем, здорово. Да. Даже я загорелся, ты мне рассказывал. Но А так у тебя вот схватка, ты впервые сыграл там свою первую роль, ну, Да. то есть вообще главную роль, потому что, я так понимаю, вы искали актеров, не смогли найти, и ты говоришь, что надо фильм спасать, и сам снялся. В Да, итоге да. получил для себя дебют. И в итоге я вспомнил свое детство и зачем я снимаю кино, зачем я вот хотел стать актером. И стал продюсером, режиссером, журналистом и все вот. Если меня не зовут на вечеринку, я сам создам вечеринку. Вот так. Это будет моя вечеринка, да, правильно? Да. Круто. Да. То есть актерский путь у тебя через режиссера произошел, да. получается, здорово. Но я все равно хочу стать как бы лучшим режиссером, лучшим в своем деле. Это отличное стремление, да. Я думаю, у тебя получится. Да. Помочь своей нации найти себя. И как бы, Достойная цель. да. Вот. Сахабахах. Да. А сколько тебе сейчас? Мне 28 сейчас. 28, ага. Да. Здорово. И ты уже 3 фильма сделал, да? К своим, Да. к 30 даже неполным годам. Здорово. Первый фильм называется «Потанцуй со мной», а второй «Как почини велосипед» и третий «Схватка». И вот четвертый «Абага». Вот «Схватка» сейчас был в кинотеатрах у тебя, да, Да. в феврале? 22 февраля. Хорошие сцены есть, а если в целом, это очень слабый фильм. Ну, здоровая критика всегда нужна, Да, особенно да. автору, чтобы И- стремиться к большему. Да. Ну, опыт. И идем дальше. Да, успехов тебе. Да. Думаю, Удачи будет тебе крутой тоже. фильм. Да, Да. спасибо. Пошли вперед, к нашим целям и мечтам. Погрелись, говорите? А тут потеплее, чем на улице. Ой. Обнаружили еще один наскальный рисунок. А, вы уже были здесь, да, делали обряд в этом месте? Каждый год делаем. Весеннее равноденствие, осеннее равноденствие мы всегда делаем. Именно в этом месте? Вот как раз вот Добирайтесь. 4 вот. Верхнее, нижнее вот, и 2 равноденствия. Вот когда вот крестом, это вот 4 важных дня в году. А, Когда крестик, вот так делаем. И вот это у нас как бы защита. Потому что вот так вот 3 мира вот так держим и крестимся. Так, по ходу солнца. снег усилился. Прям так прилично. Но хорошо не дождь. Ребята, говорят, вода будет. Не зря сапоги таскаю, да? Короче, я босиком пошел, но там лед, и ты это... Вот до сюда вода. Ноги порезал, Да? об лед.
Через ботинки? Я снял ботинки. А, И, короче, так иду, и лед проваливается. И чик-чик ноги порезал. В общем, сапоги перекидывали. Сапоги надо перекидывать. Да. вот ребята доехали вчера до КТМ, до моста. Да. И пешком до Устья, и сейчас в лагерь, да? Да. Альпинистский, скалазский. Вы там ночуете потом? Да, у нас там снаряга, заброска наша вся там. Вы еще лазить Вчера будете? уже там. Ну, по погоде. По погоде? Сейчас-то, говорят, холодновато и скользко. Что-то, ага. Сейчас это все растает еще. Ну, я рад, что вас встретил Но по пути. тоже рады. Да, нам повезло тоже. Да. Попали во все эти. Еще и в кадр вас. Еще увидимся. Еще да. увидимся. Да. Ну, давайте, Всё, ребята. вечером. Рад был встретить. Счастливо. Ну, отличная, хорошая встреча. Место силы. Я эти пещеры по реке вот несколько раз мимо проезжал. И по Зимнику на машине ездил, когда на Ленские. И все время вот хотелось подойти, зайти. И вот удалось. Благодарю. Ага, профиль, да. Вообще это арка желания. Здесь люди оставляют монетки, деньги, какие-то вот ценные вещи. Машинка, чехол от телефона. И нужно сейчас пройти с той стороны. Я сейчас обойду и загадать желание. Буквально недели через 2 вода будет стоять где-нибудь вообще вот там вот. Достаточно высоко поднимется. Так что идем мы по дну. В какой-то степени. Это малая КТМ мы подходим? Сейчас посмотрим, у тебя, по-моему, только большую показывает. Ну вот по карте я смотрел, там написано было просто КТМ, поэтому... Ага. Ну, наконец-то дошли до той самой точки, куда планировали Да? сегодня. Ага. Это малая КТМ. Тут, ну, несколько раз был. Вот в мае были один раз тут. Это, ну, там это есть пустыня. Там Тукулана, а тут у нас это Самоскумова есть. Вот туда на байдарке пришлось один раз против течения туда вылезти. Ага. И, ну, слава богу, автономки был, поэтому так, с кем-то был бы, сложно было бы. Дух огня или дух местности? Или это одновременно? Через огонь. Через огонь. Ага. Угу. Так вот, это колян. А вот тут читай, будет вот и ксала, чуть-чуть коламан. А ну, конайка. Все. В общем, возвращаемся. Решили, на сегодня хватит нам прогулок. До большой КТМ План выполнили. не пойдем, да, план выполнили. Это место мы поленились подняться по пути к реке. Проходите, гости, проходите. Здравствуйте. У нас тут тепло, не дует. Да. А здесь скоро будет водопад течь.
мы все-таки связь с природой не потеряли. У нас вся вера, да, строится именно на законах природы, на истинах природы и мира, строение вселенной. Ну, каждое дерево до своего имеет своего духа. Мы свято чтим эти законы предков, традиции предков. Мы стараемся в жизни никогда не причинять вреда своей природе. Потому что мы дети природы, кусочки этого мира, этой природы. У нас вся вера строится на этом. Не только мы уважаем как бы людей, да, не только своей там другой национальности, да, но мы уважаем весь мир, все деревья, да, небо, воду, огонь, да, ну, все как стихии.